подножию огненной горы прилепился древний город Гаочан. Здесь была столица уйгурского царства. Отсюда до храма Безыклик всего 10 километров. Гаочан окружает крепостная стена длиной в 5 километров. Это самое крупное сооружение на севере Шелкового пути. На лето монарх и вся его свита выезжали в горы, где было не так жарко. Это они, приняв буддизм, построили в Безыклике храм. Гаочан был настоящим перекрестком культур и религий. Манихейцы, несториане, христиане, иудеи, зороастрийцы, кто только не приходил сюда с караванами. Сюда везли шелк, ладан, алмазы и бирюзу, а отсюда нефрит и, конечно, изюм, знаменитый на всю Азию. Археологи нашли в Гаочане 1000 рукописей на 17 языках, буквами 24 алфавитов. Все люди жили в мире. Художники Безыклика испытывали влияние разных культур. В их работах встречаются индийские и персидские мотивы. Уйгурские цари Гаочана, чьи предки пришли из Монголии, приняли буддизм. Они правили всего 350 лет, но успели оставить человечеству это чудо. Архитектурная композиция грота хорошо продумана. Главное изображение находится напротив входа. К ней ведет коридор вокруг ступы, центральной колонны. Таким образом, главная святыня находилась на почетном месте. Обход ступы по коридору символизировал духовный путь. Путь верных. Путь, указанный Буддой. Последовательно возникавшие перед взором фрески были для верующих своего рода книгой. Ее мог прочитать любой, даже неграмотный. Изображение передавало содержание священных текстов. Человек слышал о них из чьих-то уст, а теперь видел изображение и запоминал эти сцены. Это было именно то, что нужно, нечто похожее на оперу. Увертюра, первое действие, второе, затем кульминация и, наконец, финал. Верующие входили в коридор храма в Безыклике, и вот что они видели на стенах. Из полумрака перед ними возникал мир, населенный Буддами в красных одеждах. Главная тема галереи – клятва. 15 фресок изображали первую жизнь Будды, получившего имя Шакьямуни. Шакьямуни принимает решение стать монахом и сбривает волосы. В верхнем углу фрески кони – символ кочевой жизни уйгуров. На потолке
Орнамент, характерный для любого храма, от Средиземного моря до Японии. В центральной части коридора фреска, восстановленная по фрагментам из Сеула и Дели. Шакьямуни устилает своими волосами путь пророку, чтобы тот не запачкал сандалии. Густые черные волосы символизируют добродетели юноши. Напротив, фреска из Эрмитажа. Через 100 лет она снова заняла свое место. Воссоздан целый мир. С караваном в Турфан пришли купцы с дарами для Будды. Это согды, предки уйгуров, кочевники. Они молят Будду, чтобы тот уберег их от стихии. Они построили огромный паром, чтобы Будда мог переправиться через Ганг. Один из погонщиков верблюдов никто иной, как сам Шакьямуни. Люди с глазами разных цветов: голубыми, зелеными, черными. Люди разных племен в едином порыве благоговения. Именно поэтому росписи Безыклика столь притягательны. Эти фрески призывают народы и племена жить в мире. На перекрестке дорог со всех 4 сторон света буддизм сделал попытку понять и воплотить в жизнь надежды людей, измученных войнами и нищетой. Это живописное послание дошло до нас